Наш эфир продолжают новости из студии «На открытом воздухе». Это News on Air, и я его ведущая Надежда Саханская. В этом выпуске мы вам расскажем о том, что происходит у нас в Якутии и за ее пределами. Поделимся кадрами, снятыми на открытом воздухе, и, конечно же, поговорим об активном отдыхе. Начнем наш выпуск с праздничной темы. В этом году Постпредство Якутии, так же как и республика, отмечает столетний юбилей. Сейчас ведется большая работа по различным направлениям. Разработан фирменный стиль юбилейной даты, учрежден юбилейный знак. На финишную прямую выходит подготовка документального фильма и печатного издания о столетней истории представительства, основанного видным государственным деятелем Максимом Амосовым. Отдельного внимания заслуживает работа с соотечественниками, проживающими за пределами Якутии, в том числе и за рубежом. Отметим, что многочисленные юбилейные республиканские события будут проходить в один год. Презентации, выставки, форумы, круглые столы, фестивали и многие другие события охватят не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие регионы России и мира. Так, в Государственной консерватории Москвы состоится концерт, также посвященный 130-летию якутского композитора Марка Жиркова. В Санкт-Петербурге произведут полуденный выстрел с Петропавловской крепости. Всего в течение юбилейного года пройдет около 70 культурно-просветительских мероприятий на межрегиональном и республиканском уровнях. Как подчеркнул председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко, основная задача – вовлечь в юбилейные мероприятия каждого жителя республики. К другим темам. В современном мире широкую популярность приобретает такое понятие, как хакатон. Это соревновательное мероприятие интернет-специалистов. Проще говоря, форум для разработчиков, во время которого программисты за определенный промежуток времени должны сообща решить какую-либо задачу. Ирина Жданова узнавала подробности. Команда информационного лицея работает над разработкой сервиса, который решил бы актуальную социальную проблему, являющуюся частью цифровизации района и связанную с доступностью продуктов питания и товаров первой необходимости. Нам предложили несколько вариантов тем, и у меня есть хороший знакомый, у которого, к сожалению, проблемы с доступностью, с тем, что он не может выйти из дома. К сожалению, это человек с ограниченными возможностями. И заказ продуктов для него каждый раз это очень трудное дело. Ему помогают работники социальной службы, но что-то определенное выбрать он не может. Он не может сказать, что мне нужны макароны такой-то фирмы, ему просто приносят макароны. А наш сервис, я думаю, поможет решить эту проблему. Так и сейчас это еще и довольно актуальный вопрос, потому что многие магазины цены как-то меняют, и за этим нужно следить как-то и попытаться решить проблему доступности. За 3 дня команды-участники должны разработать программный продукт – приложение, игру или веб-сайт, который будет решать определенные задачи и отвечать поставленным целям. В этом году у нас тема нашего сезона – это столетие нашей Якутской республики. И есть несколько подсистем. Первое – это IT, решение социальных проблем Республики Саха-Якутия. Вторая тема – это цифровизация республики в целом и ее будущее. И последняя тема – это туристическое развитие с помощью IT-отрасли. Конкурс «Моя профессия IT» в этот раз собрал 14 команд. Это школьники и студенты. Хотя в форуме разработчиков может принять участие любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. В последнее время хакатон приобрел более широкое понятие. Если раньше он устраивался только для специалистов, то сейчас могут собираться школьники, студенты и сотрудники крупных компаний. Хотя, конечно, они не решают крупных проблем, как на хакатонах разносторонних специалистов, но суть от этого не меняется. Команды, которые пройдут отборочный этап, примут участие в региональном туре уже в онлайн-формате. А победители республиканского этапа получают путевку в финал. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Пока кто-то дожидается путевки в финал, «Орленок» ищет первых воспитанников и пионер-вожатых, живущих в Мирном. Руководство детского лагеря хочет провести с ними вечер воспоминаний в честь 60-летия. Те, кто отдыхали и работали в «Орленке», начиная с палаточного городка, встретятся летом. Для этого нужно поделиться воспоминанием о лагере, рассказать смешную историю или написать об интересных моментах. Приветствуются и фотографии тех времен. Возможно, есть у нас еще в Мирном такие выпускники, хотелось бы послушать их истории, как это происходило, как это выглядело. Ну и до современного лагеря, буквально там до 90-х годов.
В Алдане тем временем продолжается районный этап конкурса «Сердце отдаю детям». Впереди у педагогов самое сложное профессиональное испытание. За честь представить Алдан на республиканском этапе борются 29 специалистов из 19 образовательных организаций. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Теме Родины внеурочное занятие посвятила учитель русского языка и литературы Нижнекуранавской гимназии Валентина Андреева. Для педагога открытый урок стал почти экзаменом. Ее методику работы с детьми оценивал состав жюри районного этапа конкурса «Сердце отдаю детям». К пятиклассникам, ученикам алданских школ, учитель пришла впервые. Впрочем, контакт с детьми удалось наладить сразу. Я думаю, что у нас получилось найти общий язык. Дети все очень добродушные, и доброжелательные. Мне очень они понравились, и я думаю, что как-то они у меня останутся в моей памяти. Районный этап конкурса педагогов включил несколько заданий. Помимо представления мастерства и профессионализма в видеопрезентациях и открытых занятий в классах, участники подготовили собственные проекты. Научно-методические разработки педагогам предстояло защитить. В состав жюри вошли директора алданских школ и специалисты департамента образования. Наши педагоги идут в ногу со временем, владеют различными методическими технологиями, в том числе и цифровыми образовательными технологиями, что позволяет применять не только на уроках, но и на внеклассных мероприятиях, потому что в основном конкурс «Сердце отдаю детям» – это внеклассная работа, воспитательная работа и дополнительное образование детей. В районном этапе конкурса приняли участие педагоги школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Каким должен быть современный педагог? Этому вопросу проект посвятила старший воспитатель детского сада «Чебурашка» поселка Ленинский Екатерина Плотская. А ответ Екатерина Александровна искала в диалоге вместе с членами жюри. Чего не хватает вам, чтобы вы могли сказать, что я педагог 21 века? Например, если я плохо владею ИКТ, как мне в этом помочь? Я могу же пройти какие-то курсы. Самообразование. Хорошо. По словам педагогов, конкурс, ставший первым масштабным мероприятием за последние 2 года, дал каждому участнику возможность встряхнуться и задействовать все резервы. Хотя волнение, конечно, присутствовало. Сначала казалось, что не очень, а когда уже увидела гостей мероприятия, увидела самих детей, то что сейчас нужно отработать на все 100%, чтобы найти общий язык, и, конечно же, волнение появляется. Впереди у конкурсантов финальное испытание. В профессиональном квесте педагоги активизируют как знания, так и находчивость, скорость реакции и умение импровизировать. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Поговорим и о необычной дисциплине. Сбор ягод, выращивание овощей, разведение уток и даже ухаживание за животными в зоопарке. В Якутске проходит агробизнес-игра «Начинающий фермер» для школьников. В нем принимает участие 9 команд из районов республики. Все они успешно прошли районный этап и вышли на финал регионального отбора бизнес-игры. Команды хорошо подготовились и перед экспертами защищают бизнес-проекты, направленные на развитие сельского хозяйства. По итогам конкурса победители будут принимать участие на российском этапе. Идеи еще у нас оказались что-то из нейропсихологии даже. Почему? Потому что понимать, что твои друзья – это животные, это тоже у них вошло в новый подход, скажем. Да? Почему? Потому что, например, ипотерапия, кроме этого еще и появились другие виды терапии, которые можно с кроликами, с козликами, и с другими животными, домашними животными. Пока якутские школьники только познают прелести агропромышленности, житель Канады тем временем выловил в реке Фрейзер 3-метрового осетра весом 272 килограмма. Огромная рыба попала Сиву Биссону, владельцу рыболовной туристической компании. Биссон выложил в сеть запись, на кадрах которой видно, как он вытаскивает огромную рыбу из глубины, ставит на ней метку, а затем отпускает в воду со словами «это невероятно». Ив Биссон считает, что он был первым, кто поймал этого осетра, поскольку на рыбе не было других меток. Белые осетры, обитающие в реке Фрейзер, могут жить до 100 лет и расти до 6 метров в длину.
Между тем, в конце прошлой недели во многих населенных пунктах Якутии прошли проводы зимы. Так, народное гуляние прошло и у нас в столице. Традиционно мероприятие прошло на Комсомольской площади. Вместе с тем, начиная с прошлых выходных, школьники находятся на весенних каникулах. А вот в Ленском районе специально к каникулам на лыжной базе, где любят проводить свой досуг линчане, расширили горки, заработал подъемник и даже обновили материально-техническую базу. Все для горожан, чтобы во время весенних каникул дети вместе с семьей провели свой отдых с пользой на свежем воздухе. Подробности далее. Выходной день на лыжной базе для многих ленчан уже традиция. Здесь произошли большие перемены. Удлинен спуск для горных лыж, заработали подъемники, появился новый теплый пункт проката. Кафе, закуплен новый инвентарь. Сегодня народу достаточно, то есть даже очень много идет, спрашивает. В основном плюшки и беговые лыжи. И вот также у нас в прокате имеются горные лыжи и сноуборд. Более востребованы беговые лыжи и тюбинг. Пробежать дистанцию в 3 километра с удовольствием приходят школьники. Ребята собираются целыми классами и проводят по несколько часов на трассе. Устраивают даже соревнования между собой. Сегодня мы бежали коньковым стилем. Я так себе коньковым стилем, конечно, бегу, но вроде бы как бы прибежал первым. Себя оцениваю, конечно, сегодня на 5, но так мало, если честно, выполнил для себя и все. Горные лыжи востребованы не меньше. Айдар Алексамов сегодня впервые скатился со склона. Молодой человек в восторге от впечатления и еле переводит дух. Первый раз катаюсь на лыжах, на горных тем более. Очень захватывающе, очень понравилось. Буду приходить еще, учиться, тренироваться. Александр Федотов с друзьями приехал на лыжную базу, чтобы покататься на тюбинге. Для этого развлечения обустроена отдельная гора. Здесь же выстроилась огромная очередь. Мне вообще понравилось. Давно не катался уже, около года. Вот вернулись, посмотрели, многое в принципе изменилось. Вон построили здание, скатились с друзьями. Мне понравилось все. Еще одно любимое место отдыха ленчан – крытый каток. Желающих покататься на коньках тут всегда хоть отбавляй. Инвентаря хватает, практически получается то, что одни сдают, другие берут. И как бы у нас особо нет, что кто-то ожидал. А у нас прокат бесплатный. Еще один каток работает в городском парке. Его тоже облюбовали ленчане. Здесь можно покататься под открытым небом. Рядом работает кафе, где можно выпить горячий кофе и утолить голод после активного отдыха хот-догом или картошкой фри. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. К этой минуте у меня все. Еще больше новостей и контента вы можете найти на нашем телеканале Якутия-24 и также в наших социальных сетях. Берегите себя, одевайтесь по погоде и оставайтесь с нами.